Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Вся правда о вашем будущем. Смотрите, загадывайте только лишь, если вы готовы. Сегодня у нас день равноденствия, день выравнивания, когда световой день равен темному времени суток. День, когда все порталы, все каналы, все открывается для вас. Судьбоносный день. И также сегодня начало нового астрологического года. Сильный день, и мы должны этим воспользоваться и просмотреть ваше будущее. Загадайте, пожалуйста, на себя. Если вы чувствуете, что не готовы к информации, которая может прийти, лучше не искушать судьбу и переходите на другие видео, на другие каналы с более какими-то лайтовыми темами. Берегите себя, одним словом, мои хорошие. Ну а кто смелый, кто ничего не боится, кто готов ко всему, пожалуйста, оставайтесь и загадывайте. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. А вы таки это сделаете. Вот знаете, как перетягивание каната показано. Даже не канат перетягивают, а как будто бы вы к себе что-то пытаетесь притянуть. А это что-то очень сильно сопротивляется. Либо кто-то очень сильно сопротивляется, чтобы вы получили то, что желаете. И я вижу, что вам не сладко. Я вижу, что у вас уже такие мысли в голове. А зачем это все мне нужно? А это тяжело. А лучше отказаться, а лучше отвернуться, а лучше все бросить. А пусть оно все горит синим пламенем, да, вот такие даже мысли в голове. Ну, потому что тяжело, вы очень много вкладываетесь, а отдача нулевая, никакая, даже в минус уходите, да, если мы сравним, что вы вложили и что вы получили. И здесь вот четко показано, что вы таки пересилите себя. Вот смотрите, 2 победы. Одна победа над собой, а другая победа над обстоятельствами. Что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались, какая бы тяжелая ситуация в жизни ни была, либо какой бы ни была сложная проблема, вы таки ее вытянете. Все получится. Вы добьетесь своего и даже большее получите. У вас какой-то приятный бонус идет. Очень приятный. И, кстати, бонус у кого-то может проиграться даже гораздо больше, чем сама победа. То есть ваше желание, да? Вот хочу победить, либо хочу денег заработать, хочу работу хорошую получить, хочу проблему решить. Вы это сделаете. И еще приятный бонус получите. Мои хорошие, вы очень замотивированный человек. И то, что вам сейчас тяжело и вы хотите бросить, это всего лишь временное обстоятельство. Вот как только вы решите все бросить, вам станет жаль себя и потраченных усилий. Это откроет вам второе дыхание, и то, что вы хотите, вы к себе точно притянете. И еще и дополнительный бонус получите. Тьфу-тьфу-тьфу, воистину, да будет так, так оно и будет. Но еще, конечно, придется. Придется попотеть, придется повкладываться, придется потерпеть. Это не будет быстро. Это не случится завтра, к сожалению. Возможно, на это уйдет какое-то еще время. До полугода точно может уйти. У кого-то быстрее будет, у кого-то до полугода уйдет. Но овчинка стоит выделки, поверьте мне. Бонус может даже перекрыть ваше желание. Видите, вот оно ваше желание, а вот он ваш бонус. Побольше будет, побольше. Дальше, мои хорошие, кто за любовь переживает? Вот какие-то переживания за любовь, то ли вы пара, и у вас какой-то разлад в отношениях, то ли вы по какой-то причине не можете сейчас быть с тем, кого любите, либо еще что-то произошло. Всякое в жизни бывает, да? Вот кто-то переживает за любовь. Любовь уже есть. Я вам так скажу. Вот эти испытания, вот эти трудности, вот хотите верьте, хотите нет, но они и проверка, и укрепление.
Если вам все легко достанется, ну, либо вашему партнеру вы легко достанетесь, то не будет так ценить, то не будет так беречь, то отношения будут такими, знаете, ну, наотмашь, да. Сейчас настроение хорошее, ну, будем любить друг друга. А потом настроение испортилось, ну нет, надо кого-то другого поискать, да, надо пойти развлечься, надо пойти переключиться, надо, может быть, и поругаться, да, вот какие-то такие моменты. Но испытания закаляют людей и учат ценить то, что имеешь, ценить то, что с таким трудом получил. Вот когда вы все-таки через эти испытания пройдете, вы воссоединитесь, я вижу ваше воссоединение, и тем более еще так показано, что партнер с конфетой идет. Смотрите, конфета огромная показана в руках. Ну да, конфета, вот она, запакованная конфета. То есть даже не для вас, а для вашего партнера эти все испытания, проверка для вашего партнера, для того, кого вы любите и с кем сейчас либо проблемы, либо такое состояние, что разводиться хотите, либо вместе быть пока не можете, да, для вашего партнера испытание. Ваш партнер вас будет больше ценить, больше любить, уважать, оберегать, и еще и конфету вам какую-то принесет. Ну, конфета – это сладость. Да? Сладко, вам будет сладко с этим человеком. И все, что будет делать этот человек для вас, будет сладко. Вами будет принято, как сладость. Ну, все любят сладость. Да, есть, конечно, некоторые исключения, но там люди, конечно, героические. А если взять общую массу людей, то всем приятно кушать сладкое. Иногда даже, знаете, организм требует вот, сладкое. Может, это какой-то подарок, может, в принципе, такое обращение, отношение сладкое будет в вашу сторону. Но я вижу, что вы будете вместе. Вижу. Для вашего партнера, не для вас. Хотя вы, конечно, очень страдаете, вы очень переживаете, у вас очень много таких вот мыслей нехороших в голове. Но все это пройдет, все это уйдет. И будет сладко. Вам вместе будет сладко. Тут еще, видите, сердечко показано. Любовь, морковь, да, сладость любви, все это вы испытаете. У вас, кстати, этот год, он прям год перелома, год таких резких перемен, качель американских горок, что вы сами потом удивитесь, как все случилось, как все произошло. Ну а ваш партнер будет вас больше ценить, любить и оберегать. Отношения, которые дались таким трудом, они прям на вес золота мне идут. Да, хороший знак. Дальше, с правой стороны. Чем-то вы новеньким будете заниматься. Но я вот, знаете, не вижу отказа от прежнего. Либо вы сейчас ничем не занимаетесь, кто-то из вас, да, ничем не занимается, только лишь в поисках себя. Либо вы уже чем-то занимаетесь, но у вас еще и дополнительное новое идет. И я вижу, что вот это новое, оно со временем старое просто вот выдавит. выдавит. У вас идет отказ от старого и полное погружение в новое. Новая работа, новая должность, новый бизнес, новые какие-то, новая роль, да, ваша новая роль, новые деньги еще могут идти. Сейчас это новое от вас ширмой закрыто. То есть вы не только не понимаете, о чем речь, вам, ну, в принципе, даже и не видно этого, даже очертаний нет, потому что ширма все закрывает. Это новое, оно вам, если честно, в судьбе было уже прописано. И то, как вы дойдете до этой точки нового, вот тоже в судьбе прописано. Кто-то через отчаяние пройдет, да, вот не могу найти работу, хоть ты плачь, вот не берут и все. Вот, ну как так? И образование, и возраст, и опыт, и человек сам по себе, и профессионал, и порядочный, и ответственный, и трудоголик, да, они берут каких-то, ну, менее, скажем так, привлекательных кандидатов, а вас как будто бы не замечают, либо как будто бы на вас там, не знаю, черный крестик на лбу поставили. Метка, да, метка есть, что вас брать нельзя. А у кого-то отыграется, что дело, которым вы занимаетесь, начнет буквально как песок сквозь пальцы проходить. И вы испугаетесь, что вы вот без денег останетесь, да, либо потеряете то, что имеете, и начнете искать это новое. И тогда это новое вам откроется. И я так скажу, это новое вас даже поднимет и прославит. То есть вам суждено в этом новом деле, либо в этой новой работе не просто быть участником процесса, но и ключевой персоной. То есть стать тем, на кого равняются, стать тем,
кто даже какие-то вот новые вещи придумывает, инновации, да, креативность привносит. Тот, за кем идут, тот, у кого учатся, тот, с кого пример берут, да, вот как-то так мне идет. А у кого-то просто, да, дослужиться до топ-менеджера, либо там генерального директора, то есть сделать очень серьезную карьеру. И как бы вы там хотели, не хотели, но вам от этого никуда не деться, да, все дороги ведут к новому, но новое пока за ширмой. То есть, если взять по времени, то это где-то ближе к осени, да, вот это новое ближе к осени у вас откроется. И еще, знаете, вот я скажу такую вещь, не для всех она отыграется, а для кого-то конкретного. Это новое, вот по деньгам, если мы возьмем, да, по заработкам, ну, таких денег вы еще не видели. И я понимаю, что люди меня смотрят с разным уровнем достатка и много что видели, но конкретно, чтобы вы сами себе столько зарабатывали, такого еще никогда не было. Вот настолько у вас доходы идут серьезные. Ну, а у кого-то из вас отыграется, что вы через это новое и с долгами рассчитаетесь, и сможете себе обеспечить именно тот уровень жизни, о котором всегда мечтали, к которому стремились. Кстати, не только себе, но и своим близким, я так понимаю. Это не будет что-то тяжелое, это не какая-то каторжная работа, либо там на смене, завод, там, не знаю, что-то такое в тяжелых условиях. Нет. Мне идет, что это больше что-то интеллектуальное, управленческое. И вот там, где нужно быстро соображать, быстро думать, придумывать, и почему-то еще говорить мне идет, да, говорите. У вас такая речь будет поставлена грамотно, правильно, четко, доходчиво, так что вот любой человек с любым уровнем образования сможет вас понять. И вот ваши слова у любого человека будут откликаться, находить свой отклик. Вот это тоже очень важно. Да, много будете говорить, и говорить правильно, четко. Даже, возможно, вот есть люди, которые образованные, да, и какие-то сложные обороты речи используют, да, которые не всем понятны. И вы говорите, я не могу с собой ничего поделать, но я такой человек, там, я 1000 умных книг прочел, и я так думаю, мне так удобно говорить. Но понятно, что не все вас понимают. Вот какой-то будет, знаете, как компромисс, вы подберете такой лексикон, что вы сможете до каждого достучаться. Либо наоборот, у человека сложности с коммуникациями, там человек может стесняться, у человека может быть определенный говор, да, как не акцент, а диалект, например, да. Вы потянетесь, и я вижу, что даже не только слова влияют, но и тембр вашей речи. Вот составляющие голоса, да, голос какой-то такой вот прям приятный, бархатистый, да, вот легко воспринимается, как-то еще с голосом идет. Прекрасное будущее. Тут у вас прям ключ от денег в руках, от ларца, где деньги лежат. А ключ, кстати, очень большой. А вас в этом деле показывают елкой. Видите, вот она елка. Елка вечно зеленая, елка вечно молодая, никогда не меняет свой цвет. Ну и опять же, елка — это же денежное дерево, да, зелененькое, энергия денег. Слушайте, но вы свою жизнь точно не узнаете. И почему-то мне еще идет, что вы очень сильно удивите своим вот этим прорывом каких-то людей, которые постоянно в вас как-то сомневались, либо критиковали, либо считали, что вы там неудачник, неудачница. Может, там кичились своим каким-то сверхобразованием, крутым каким-то вузом. А по итогу вы их сделаете, да, нахлобучите. Извините за выражение, но именно так и показано. Дальше, мои хорошие. Тут жилье показывают. Не знаю, жилье для вас это прям какая-то боль, проблема. Либо это, в принципе, как жилье ваше личное, да, что вот нет у меня своей крыши над головой. Кто-то живет в примах, кто-то живет на аренде, кто-то скитается по миру, да. Кто-то, может быть, и в общежитии живет, либо в каком-то аварийном, да, доме, в аварийных условиях.
и у вас никакой вот ни перспективы, ни надежды свое жилье обрести. Дорого, недоступно. У кого-то еще может отыграться, допустим, вы живете там не в своей стране. Такое может быть. И вы думаете: господи, я дома не могла квартиру себе позволить, как же я позволю в чужой стране? Но опять же, и страны разные бывают. Бывают такие страны, где очень дорого стоит. Но вот я вижу вас под крышей своего дома. И этот дом, квартиру, да, вы называете своей. И, кстати, это не первое предсказание, где вот конкретно делается упор, что вы под своей крышей находитесь. И еще, мои хорошие, если есть какие-то суды, либо проблемы, да, там, наследство, либо дележка имущества, вы будете под своей крышей жить. Вы будете под своей крышей жить. Как она к вам придет, не показано. Но это общее гадание. Да? Показана основная тенденция. Вы будете жить под своей крышей. Будет место, которое вы с гордостью называете своим домом, да, своей квартирой, своим жильем. И документы у вас еще будут на это. Да? Вот конкретно, документально оформленное, чтобы уже там никто не подкопался и никаких проблем у вас не возникло. Ну, такой сильный знак. Если вдруг вы переживаете по поводу, вот смогу ли я, например, со временем вернуться в свой дом, да? Ну, бывают разные обстоятельства в жизни. Знаете, я так скажу, вернуться-то вы сможете. Другой вопрос, захотите ли вы потом вернуться. То есть, если вы где-то на чужбине, и вам там сейчас не очень хорошо, все плохо, да, там денег не хватает, тяжелые условия, там проблемы с документами, с легализацией, еще что-то. И я не вижу, что вы захотите. Побывать-то вы точно побываете, может, даже не раз побываете. Но захотите ли вы жить, сомнительно. Скорее всего, нет. Видите, у вас тут с деньгами решается. Тут вы проблему свою решаете, либо желание воплощаете. И когда это все у вас устаканится, вы откроете для себя какие-то безграничные перспективы, безграничные возможности. И вы уже не захотите уезжать, вы уже не захотите что-то менять. То есть вас все устроит. Вы скажете: вот, теперь я счастлив, теперь у меня все есть, да? И я никуда не хочу. Я остаюсь здесь, здесь моя жизнь. Дальше показываю человека, знак зодиака у этого человека с рожками. Это у нас что? Овен, Телец и Козерог. Да? Вот с рожками. Ну, непонятно, это козлик, это овечка, либо это бычок. Человек с каким-то невероятным, сильным стержнем, да, с таким характером. Знаете, в огонь и воду, да, и разведку, и куда угодно можно пойти. У человека такой сильный стержень, это даже не про характер, а больше про выносливость, про смелость, про честность, про какую-то доброту, жертвенность даже может быть. Это человек рядом с вами встанет, рядом с вами по жизни. Я так понимаю, что речь идет о друге, о настоящем друге, либо о настоящей подруге. Таких людей в вашей жизни еще не было. Были друзья, и есть, возможно, друзья, хорошие друзья, родные друзья, но вот именно такого качества человека у вас еще не было в жизни. И этот человек станет рядом с вами. Знаете, вот когда это случится, для вас очень многое поменяется, и также вижу, что вы сможете даже в какой-то степени расслабиться. Ну, потому что вы понимаете, что бы со мной ни случилось, не дай бог, есть кто-то, кто в любую минуту, в любой момент дня и ночи просто вот бросит все и сделает все для того, чтобы у меня все было хорошо. Да? Вот настолько верный, преданный человек. И, возможно, еще у человека какие-то неограниченные возможности. Да? Почему такого не было? Да, возможно, у вас есть верные друзья, там, как родные люди, но у человека неограниченные возможности. Такой ресурс, такой потенциал, такие связи. Неограниченно мне идет, просто неограниченно. Это даже не столько про дружбу, наверное, сколько про покровительство и про человека, как вот земной ангел-хранитель мне идет почему-то. Земной ангел-хранитель, такой человек появится.
И да, для вас очень многое поменяется. По крайней мере, вот я вижу, что вы расслабиться сможете. В прямом смысле слова, да, вы расслабляетесь. Дальше. Вот здесь показано, что вы что-то отпустите, кого-то отпустите, с кем-то расстанетесь. Разрыв показан, разрыв. Может быть, вы сейчас боретесь, чтобы этого разрыва не было. Допустим, ваши родственники в одном месте живут, а вы в другом. И вы очень хотите либо к ним, либо чтобы они к вам. Да, вот вы думаете, что ну как же, родные люди должны быть вместе. Не факт, и не всегда, и не для всех. Я вижу, что здесь пути должны разойтись, потому что те, за кого вы боретесь, как бы крылья вам немножко подрезают, сковывают ваши движения в прямом и в переносном смысле. Кто-то, например, там о чем-то мечтает, допустим, да, и человек мечтает, не знаю, купить мотоцикл, да, а этот мотоцикл, он может стать источником бед, либо там автомобиль может стать источником бед. Еще раз говорю, это не для всех, это просто такой пример. И вот сколько бы вы ни тянулись, а вот все время какие-то есть обстоятельства, которые вас от этого отдаляют. И я вижу, что до вас это дойдет, вы это поймете. В какой-то момент вот прям и поймете, и почувствуете, и все встанет на свои места. И от этой идеи вы прям отказываетесь, вы как будто бы от себя ее отрезаете. Ну да, потеряете, ну да, там, в принципе, на мотоцикле, наверное, здорово кататься, либо это всегда сердце согревает, когда родственники рядом. Но, с другой стороны, не всем это показано. Понимаете, вот по судьбе показано. Есть такая черная точка в вашей жизни, и ее либо нужно прожить, либо можно обойти. И вы выберете обойти. Это будет, конечно, тяжело. Не с легким сердцем вы это сделаете, но вы это сделаете. И еще я вижу какой-то несправедливый отказ для вас. Вам в чем-то несправедливо откажут. Другим подтвердят, согласятся, скажут да, а вам откажут. И у вас будет такое желание вот бороться до конца, узнать, почему мне отказали, почему такая дискриминация, да, произошла. Но вы потеряете в одном, но обретете в чем-то другом. То есть, когда закрывается одна дверь, сразу же открывается другая. То есть можно сказать, что вот такой вот прям резкий поворот, да, зигзаг сделает ваша жизнь, ваша судьба. Пожалейте свои нервы, пожалейте себя. И если вам отказали, причем отказали прям, как-то, знаете, вот как показуха какая-то, да, другим подтвердили, а вам отказали, это не нужно воспринимать как какой-то приговор, либо какое-то лишение. Просто оглянитесь по сторонам. В этот момент, когда вам отказывают, вам что-то новое открывается, гораздо лучшее для вас и гораздо более благополучное для вас. Вот именно идет так. Это тяжело будет принять. Вам будет казаться, что все, мир рухнул. Но с другой стороны, когда вы поймете, что вам дается взамен, вот тогда вы как воскреснете, вы как духом подниметесь, скажете, вот это да. А вот это мне очень нравится. Это гораздо лучше, чем то, что я потерял, либо то, в чем мне отказали. Дальше показываю человека, который после очень долгого времени откроет свое истинное лицо. То есть человек, который там мог клясться, божиться, что вот ты мне родственник, ты мне друг, подруга, я для тебя все, что хочешь, все на свете, да. И вот этот человек в каких-то мелочах начнет либо пакостить, либо когда вам потребуется какая-то помощь, участие, да, человек вам прямо в лицо скажет: нет, не буду я ничего делать, я не буду тебе помогать, я не хочу. Я хочу посмотреть, как ты мучаешься, я хочу увидеть, как ты там переживаешь и страдаешь, да. Вот какой-то такой вот момент идет очень неприятный. Мозг начинает кипеть, да? Вы не понимаете, вы в шоке, вы думаете, да как так? Я же столько для тебя делала, а ты вот так нагло мне в лицо заявляешь. Смотрите, этот человек, он изначально какой-то порченный был, либо порченная, может это женщина, да, может мужчина, может женщина. И этот человек еще на протяжении многих вот месяцев либо лет общения с вами
буквально собирал и носил камни за пазухой. У человека то ли с психикой проблемы, то ли с восприятием, то ли сам по себе человек такой, знаете, мерзопакостный. И у человека только одна цель, да, втереться в доверие, побольше вами попользоваться, а потом вам якобы за что-то отомстить. К сожалению, вы столкнетесь с таким вот поворотом, с таким человеком. Конечно, это больно, конечно, это неприятно и даже в какой-то степени может подорвать ваше доверие людям, но только лишь на время. Потом вы все осознаете, поймете, что проблема не в вас, а проблема именно в этом гнилом человеке. И что этот человек был всегда таким. Просто вы старались этого не видеть и не замечать. Вот и все. Так что такой момент показан. И я вам скажу, вам гораздо будет лучше без этого человека. Гораздо будет лучше. Вы потом вспомните мои слова и вспомните, как было до и как стало после. Лучше, намного лучше. Там еще какие-то тайны раскроются, какие-то тайные действия за вашей спиной. Там много всего. Там дерни за веревочку, да, и все откроется. Грязи очень много выльется. Вот я вижу. Еще там придется отмываться, оттираться от этой грязи. Да? Человек очень некрасиво поступит. Ну, а что есть, то есть. Это, скорее всего, какой-то урок, который вы должны были пережить. Ну, переживете, конечно же. Дальше, мои хорошие. Какой-то момент показывают напряженный, прямо сверхнапряженный. И у вас в этот момент как будто бы глаза открываются. Ну, я так понимаю, что речь идет о видении, о ясновидении. То есть через какой-то напряженный момент проживая, вы открываете в себе свои способности паранормальные, которые очень долго в вас спали. Может быть, вы там испугаетесь, может быть, вот как говорят, да, ситуация, когда жизнь перед глазами пролетает, может быть, какая-то тревога, что-то будет такое, что спровоцирует то, что у вас глаза откроются, то, что вы станете видеть далеко вперед, ну и также далеко назад, и даже видеть то, что происходит в моменте, но не перед вашими глазами. Вот именно так показали. Не бойтесь этого момента. Это не что-то обретенное, это что-то, что было у вас всегда. То есть там платить за это вам не надо. Вы уже с этим родились, да, с такими настройками родились, да, с опцией такой родились. Это нормально. Многие люди с этим живут. Да, многие люди это не афишируют, но прекрасно с этим живут, помогают себе, помогают другим. Ну, подсказывают, например, да, кто-то афиширует принимать людей, а кто-то просто живет сам для себя и, видя, например, какие-то сложности у других, приходит, помогает, подсказывает и дальше идет. То есть вам решать, как вы будете этим пользоваться. От вас никто ничего не требует. Нет такого, что вот у тебя открылось ясновидение, все, открывай лоток, да, ставь павильон, принимай людей. Нет, такого нет. Это просто то, что есть у вас. И бояться этого не надо. Это не какая-то темная сила. Это то, чем обладали ваши предки, и то, что и вам досталось. Все. Вот здесь преображение ваше показано. Преображение. Преображаться. Можно внешне, можно внутренне, можно и внешне, и внутренне. Будете выглядеть лучше, чем сейчас. Ваш вес, например, ваши формы, прическа, волосы, да? Также одежда может быть. Но это преображение, то есть будете выглядеть гораздо лучше. Вам будет нравиться, как вы выглядите. Как-то так мне идет, да? Собой любуетесь. От себя глаз не можете отвести. Ну и другие будут вами любоваться. Кто-то будет восхищаться, кто-то будет осуждать. Да? Может, вы на какую-то даже пойдете процедуру. Да? Почему бы и нет? И мужчины, и женщины ходят. Мужчины, что у нас часто волосики делают, да?
А женщины там потяжки делают, импланты. Неважно, не суть. Но знаете, что многие будут восхищаться, вам будет очень нравиться, но и будут те, кто будут осуждать. Ну, куда без этого, да? Завистников никуда не спрятаться. Даже в благополучном обществе тоже бывают завистливые люди. Так, в самом венце. Ну, вы тут за хвост какую-то птичку поймаете. Я так понимаю, что это птичка счастья. Вы ее за хвост ловите. Она как-то очень низко будет лететь, хитро низко летит, а вы как увидите, сгруппируетесь и вот прям руку протянете и схватите эту свою птичку. Видите, вот она птичка, за хвост ее ловите. Птичку схватите. Птичка небольшая, но вам больше, чем достаточно. Счастье будет в вашей жизни, вы к нему придете. Конечно, через испытания, через трудности. Никто легкого пути не обещает, но, к счастью, вы к своему придете. И еще, знаете, вот вижу рядом с вами детей. Возможно, это ваши дети, возможно, это будут даже не только дети, но и внуки. Может быть, это ваши проекты, как дети. Вот эта птичка счастья, которую вы держите за хвост, вы ее не только для себя пользуете, но еще и на свои проекты, либо на детей распространяете. Очень хороший знак. Я вижу вас в паре, я вижу вас в семье и вижу вас в обществе. Да? Вот вокруг вас люди. И это не один человек, не два. Здесь много людей. И эти люди, они сплочаются вокруг вас. Вы отвечаете за них, они отвечают за вас. Вот как, знаете, единый организм даже вот в какой-то степени, можно так сказать. Очень хороший знак. Но одиночество вам точно не грозит. Ну а птичка счастья в ваших руках, это, я вам скажу, очень замечательный знак и прям какая-то благодать свыше. Не к каждому эта птичка долетает, да, не к каждому подлетает. А уж тем более, знаете, поймать ее тоже очень тяжело. Почему счастье такой момент, который вот он может вспыхнуть и потом сразу исчезнуть? Там люди говорят, вот когда-то там давным-давно был такой момент, я счастье почувствовал. Редко кто говорит, что вот я счастливый человек, живу счастливую жизнь. А вы сможете так сказать. Это прописано у вас на роду. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.